культуру продолжать обычаи. В Западном Приурале, в Прикамских лесах, в краю тысяч серебряных родников издревле живут удмурты. А также удмурты живут в Башкирии, в Татарии, в Кировской области и в других регионах нашей страны. Говорят, это маленький народ. Но разве бывают на свете маленькие народы? Каждый народ велик своей историей, культурой, неповторимостью, неразрывной общностью со всем человечеством, мировой историей, единой общечеловеческой судьбой. Сегодня мы окунемся в прошлое. Мы поговорим об удмуртском национальном костюме. Как вы видите, я сегодня тоже в национальном костюме. Одежда – это послание из прошлого, которое позволяет ближе узнать своих предков. Что означает для нас одежда? Это не просто защита от воздействия погоды, это выражение самого себя, времени. Наиболее остро это чувствуешь, когда изучаешь национальный костюм. Почему именно такой узор и такой цвет? Что все это значило? Давайте дадим слово Ольге Шамшияровой. Ей есть о чем рассказать и чем похвалить. Я сегодня без записи, потому что я когда читаю, иногда путаюсь, иногда что-то забываю, и решила, что знаю, наглядно показать и рассказать. Удмуртские костюмы делятся в Удмуртии только на 3, скажем, вида. Потому что там удмурты, южные удмурты, северные удмурты. И в этот же я подразумеваю еще сценические костюмы, которые уже наши современные артисты выступают в современных стилизированных костюмах на сцене, на большой сцене. В моем коллективе участвует южная удмуртка. Вот я ее хочу пригласить. Вот она сегодня пришла в южном костюме своем. Это что значит? Это в клетку красная ткань в клетку и светлый белый фартук. У нее даже фартук правильно шит. Это цвет льна и с удмуртскими знаками. Так, ну тут, естественно, у всех, что у северных, что у южных, что и у башкирских удмуртов, что и в Марийской республике, все носят вот эти украшения на грудной. Это не только украшения, это защита, так скажем, от сглаза в первую очередь, а во вторую очередь защита вообще груди, лица, женского тела. Раньше носили тут серебро, и женщины, говорят, даже не болели мастопатией. Носили вот здесь вот серебро каждый день, не только в праздники. У них давление всегда в норме было. Они не пили, не ели лекарства от давления или еще от чего-то, от головной боли. Серебро все лечит. И от сглаза лечит, и нормализует, просто в норму ставит наш полный организм, как оно должно быть. Потом у нас в ансамбле еще северная удмуртка должна была приехать в своем костюме, но не смогла. И вот я хочу показать. Спасибо. Северные удмурты носят белые костюмы. Это самые красивые костюмы. Вот я принесла только фартук свой. У них самые яркие, самые красивые. Издалека видно, что это северные удмурты. Вот у них самые яркие, красивые костюмы, но они поют самые медленные песни. А южные удмурты, вот они вроде бы не очень отличаются внешним видом, но они самые быстрые, самые шустрые и по песне, и по танцам. Вот этот фартук у нас уже стилизированный, так скажем, уже сценический. Мы этим костюмом ездим на большие фестивали в Удмуртию, в Тюмень, вот, в Пермский край и вообще в Екатеринбурге. В больших фестивалях только участвуем. И могу еще похвастаться, вот этот фартук сделан полностью моими руками. Каждая вышивка все сама вышивала в крестик. И не только это у меня еще и вот у Вали полностью моими руками сделано. У нас еще вот такой фартук есть. Так как мы очень часто много ездим в Удмуртию, бываем
Если нас пригласили, так скажем, на фестиваль, а наш коллектив оставляет на второй день с ночевкой, и на второй день мы всегда бываем в доме ремесел, там, скажем, в музее, нам рассказывают про культуру, вот, про ручные работы, которые сейчас вот работы ведутся в доме ремесел. В общем, про мастеров удмуртских, которые до сих пор занимаются удмуртскими знаками, удмуртскими, скажем, вот, рукоделием, да, это нам все объясняют, и мы что-то оттуда для себя берем. В первую очередь мы оттуда везем, конечно, фотоотчет для тех, кто не может там быть, да, вот посмотрите, не каждый же человек туда поедет посмотреть, просто некоторые не знают, что там есть, кто есть, и что это такое вообще. Для них мы показываем по интернету фотографиями. И видеоотчет мы привозим, как это все делается. Вот станки ткачества нам показывают, как узоры там ткут. Это самый сложный метод, я думаю. Но удмурты это с легкостью делают, даже молодежь, вот школьники, маленькие даже девочки. В общем, мы бывали вот в Дебесах. Вот этот фартук мне очень понравился. Такой, не этот, а такой. Мы, девчонки, все померили, попросили было продать, но они говорят, нет, не продаем. Но в этих фартуках, говорит, мы работаем, во-первых, а во-вторых, мы, говорит, представляем на выставках свою работу, мы одеваем, говорит, этот фартук. Представляете, они работают, они еще на большое прилюдное место выходят в этом же фартуке. И, в общем, я сфотографировала и сшила этот фартук. В общем, и очень красиво даже. Даже можно в брючках и накидку одела, и ты уже удмуртка издалека видно. Так ведь? Так, про башкирских удмуртов. Вот, пожалуйста, наглядное пособие у нас сегодня. В общем, у башкирских удмуртов это они сшили уже более-менее в наше советское время из красного материала, потому что не могли в советское время найти в клетку. Это был дефицит. Поэтому они, недолго думая, перешли, красный материал нашли где-то там, потому что красная ткань там ценилась, потому что красный флаг у нас был. Это в продаже всегда было. Вот они сшили из красной ткани. И вот эти оборки тоже означают свое. Вот только в Башкирии вот они несколько оборков. И обязательно вот этот эгес. Вот этот эгес тоже повторяется и в Удмуртии. У некоторых 2 полоски, у некоторых 3 полоски, да, вот это со своим значением тоже. У кого-то может быть у молодежи так, а у постарше может быть иначе. Ну, вот этот фартук, конечно, уже более-менее современный, но он из чистого льна. Мне одна женщина привезла из Ивделя, это 9 часов ехать надо вот из Ивделя до Екатеринбурга, она мне принесла просто ткань. Вот Оля говорит, у меня лежит в сундуке, скоро, наверное, говорит, это там начнет командовать этот моль, по команду и говорит ты. Ну, в общем, я взяла и шила вот такой фартук, и он очень удачный получился. И, естественно, еще и вышила здесь рисунки удмуртские, вот узоры. Так, а вот этот вот у башкирских удмуртов называется камзол. Он у нас, говорю, потому что я тоже башкирская удмуртка, да, чуть, он не длинный, а у удмуртов, у южных удмуртов он намного длиннее, так ведь? Чуть ли не в длину платья. И именно из сукна делается, а у башкирских удмуртов он у нас делается, это какая ткань? Из замши, да? Бархат, из бархатца, да, бархатного вообще. Ну, мы тут сегодня забыли тоже украшения, это обязательно, все одевали украшения, маниста, да. А на голове всегда платок. Если говорят, я как-то одела на каком-то празднике костюм удмуртский и не одела платок, чтобы прическу себе не испортить. И мне сразу претензии предъявили, если ты удмуртский костюм одела, ты одевай платок. Потому что костюм удмуртский национальный, если ты одела, обязательно должна голову тоже накрыть. Вот, поэтому я уже знаю, если я костюм одела, где-нибудь я должна найти платок, любой, я должна волосы убрать, в общем. Так,
Что, перейду, в общем, на эти костюмы. Вот этот фартук мне достался, в общем, от матери. Но это издалека видно, что это не удмуртская, но это работа удмуртки моей матери. Так как она живет в Башкирии, она сделала наполовину удмуртский, наполовину татарский башкирский фартук. Как одевается? Вот. Как школьный костюм. Да, как школьный фартук. Она очень красиво смотрится, кстати. Так, а вот это платье мне досталось из Башкирии, мне подарила женщина Дайшады, может, и знаете вот такую деревню. Она тоже говорит, а то, говорит, тут у меня тоже мой появился, в общем, сохрани, говорит, у себя. Это чисто из льна сделанное платье тоже. Ну вот видите, у них вот эти эгесы сделаны совсем зигзагообразным уже вот. Это чуть-чуть от нашей деревни, не знаю сколько километров, 40-50, да, уже они отличаются. Если у нас эгесы ровные, а у них зигзагообразные вот. Это же древнее платье, это не просто так, они, значит, так шили. Так, а это просто я представила, что южные удмурты вот носят с белым фартуком. Вот эта ткань тоже уже появилась в наше советское время, потому что везде продавалась она, и ну, вот придумали, что можно из нее еще платье шить. А вот этот костюм мне достался, я выпросила, выкупила. Последний раз, когда я ездила в Удмуртию, Малопургинскую область, район, в общем, Монью, Выльмоня деревня, да. У них там очень много висят в музее вот эти костюмы, именно из льна, самотканные. Прямо очень-очень много. Я говорю, продайте мне. Они мне очень долго подбирали. Оказывается, столько костюмов, и ни одно платье мне не лезет. Вроде бы я не большая, я не толстая, да. Оказывается, раньше, я так думаю, наверное, хлеба им мало доставалось. Много работали, они маленькие, маленького размера все были, худенькие. И все эти платья маленького размера. А мы уже тут и хлеб, и булочки кушаем, печенюшки, мы уже растем. Хоть и мы работаем, мы же не сидим дома не работающие. И одно единственное платье нашлось, которое на меня налезло. Я с удовольствием это платье тоже одеваю. И они, конечно, скрипя сердцем, от себя оторвали. Ну, в общем, я выкупила у них последнее большое платье. Это тоже очень старинное, вот тоже фартук. Они уже мне подарили, оно же все весь в пятнах. Но это очень дорого, я так думаю. Так, и вот этот костюм, я так скажу, что этот костюм, я свои костюмы, это вот все мои костюмы, еще не все я привезла. Вообще я такой человек, я думаю, я, наверное, вперед песен, я полюбила удмуртские костюмы, потому что я заразилась, и у меня эти костюмы висят на плечике. Проходите. На плечике, а вечернее платье у меня вон скомканное на полках лежат. Когда надо, я их выглаживаю, одеваю, а эти у меня всегда на плечиках висят. Вот этот костюм мне подарили тоже из Мани, вот где я выкупила. Бабушки, видимо, так полюбили меня, и они подарили, и как ни странно, оно мне как бы по размеру. Да. И что одела я на ноги? Так как вот это платье сделано из чистого льна, ручная работа. Вначале ее ткали, потом из этой ткани вышили вот этот фартук, платье, а потом только вышивка пошла туда, ручная тоже работа. И что хочу сказать, вот именно вот этими старинными самотканными одеждами можно одевать вот эти лапти. Потому что сейчас многие, вот они, видимо, наши удмурты начали путаться. Очень много костюмов, очень много как бы обуви, и на голове тоже, да. Одевают сверху современную одежду, и на ноги одевают, говорят, я удмуртка, вот я одела лапти. Это ни в коем случае нельзя делать. Если вот оделись, как я, из ткани, вот, из льна одежду вы одели, вы имеете право одеть на ноги лапти. Вот у меня еще тут такие шикарные гольфы. Первый раз одела, кстати, вот эти гольфы мне подарили бурановские бабушки, Граня Апай. Она всем
вяжет вот такие гольфы, носочки. Я вот первый раз, они последний раз приезжали, вот она сказала, у тебя, говорит, костюмы есть, ты можешь, говорит, лапти одеть, и можешь ты вот это гольфы одеть. Потому что они знают, когда, при каких случаях можно одевать, при каких случаях нельзя их одевать. И вот я сегодня воспользовалась этим случаем, в общем, одела на ноги лапти, одела, в общем, гольфы красивые, теплые, очень, оказывается, можно тут вязаные носки связать, и никогда не замерзнут ноги. И вот, единственное, у меня тут платок неправильный, я просто забыла свой старинный платок одеть, у меня есть, чуть-чуть неправильно. В общем, вот так вот, хочу... Да, да. И вот про этот костюм хочу сказать. Этот костюм шит вообще из ситца. Этот ситец начали шить уже, когда вот ткани очень много появились в Удмуртии, вот я имею в виду, да, дети начали ходить в кружки разные в удмуртские, и детям не стали шить вот из тяжелого материала, им начали шить из ситца, чтобы он легонький, красивый. Ну, дешевле. В общем, он у меня вот такой есть. А на сегодняшний день, сейчас ткани еще больше появились, в мелкие цветочки. Вот это мелкий цветочек, сейчас уже между русскими и удмуртами, мне кажется, там уже драка. Это мое, нет, это мое. В общем, и сейчас и русские свой сарафан, в общем, кусочками, да, ложат. И удмурты, в общем, и то, или тут внизу как оборка, как называется, да? Или еще куда, или просто фартук. В общем, вот эти ткани в цветочек уже в драку. Тут уже невозможно сказать, что это удмуртский или русский. Это получается вообще все российские, которые все полюбили. И детям сейчас уже стараются все-таки вот из этих мелких цветочков и с большими удмуртскими орнаментами. Так, еще хочу вот показать, мы ездили, где же я видела, в Дебесах, где мы были в доме ремесел.